В городе Магаз, в Центре театрального искусства и креативной индустрии, прошла постановка пьесы «Стендап», которая повествует о вреде наркотиков. Такая тема является злободневной и актуальной, поэтому мои коллеги Ансар и Амирхан выехали на место действия, чтобы оценить материал. И довольно-таки неплохо получилось, как мне кажется, поэтому предлагаю вашему вниманию. Целых 5 лет я проучился в этой шараге и уже ничем не занимаюсь. Раньше я оправдывал себя тем, что учусь, но теперь оправдания нет. В моей жизни появилось два выбора. Пойти по госслужбе по версии отца, или же ворваться в медиапространство и попробовать себя как блогер. Я думаю, выбор очевиден, я ворвусь сюда и стану лучшим. Я обязательно смогу это сделать. Assalamu alaikum. وعليكم السلام يا اخوي شو دير Sen sana beğeniyorsun. ده انت ده شوي قوس ريكلام مش صاحبي اخر صار Çok hoş yok da yapma. دارس حمي وجيس دارس السلام عليكم. مالي صار يوجع. ده هم شو دير هلا سلام. بعد وين يرسل رولك شو عليك؟ لا لا واش لي؟ دارس دارس حمي وجيس الله يرسل. دارس Вот как ты думаешь, Адз, имиджевая реклама или просто рекомендация? Что вот более продвигает бизнес? Мне кажется, имиджевая. Имиджевая реклама, даже если полную брать. Они просто концепцию саму не понимают. Вот. Им кажется, если дешевле, то дешево и круто. Но не все понимают, как классно. Например, и Саш, морально убивать. Вот сюда, у тебя эмоции просто закрывают. Вот ты засал. اسمي فهد. Цемент تحدث. فهد. Я هتصدق هتواصل عليه. روح برا شو غيرني وقع. Да ничего, брат, после съемок отдых, брат, после. هذا مو ساعة. Да. بيدني بكتب بعد استعمل يقصو بعد كسمات مو فيها. يلا بكى يعني هنا بكى متى وين يعني أنا ما شيء سرازي يا أجا أدمي مشكلة. В городе Магаз местные активисты решили объединить свои усилия, чтобы бороться с этой разрушительной проблемой. В 2023 году по анализу различных организаций в Ингушетии 85% молодежи употребляет либо частично, либо систематически, либо с окончательным летальным исходом. Валлахи, мы столкнулись с сильным местоположение еще мы. Ой, молодежь, я ужла, что? Новые наркотики, мефедрон, я хожусь. Проверяйте своих детей, смотрите, с кем они общаются. Позвать ребенка домой не значит высокий, Руслан Ендиев, вероятно, разработал собственный индивидуальный подход к борьбе с наркоманией, который соответствует его уникальным потребностям и жизненным обстоятельствам. Столько войн и столько всего, и такой сильный народ почти победила такая напасть, как наркотики. Как до них достучаться? Как достучаться до ингуша, который уверен в себе на 100%, что это независимость, это просто увлечение? Поговорить с ним на его языке. Достучаться до него, когда человека, какой бы грозный и серьезный ни был ингуш, это великая особенность нашей нации. Руслан надеется, что эта инициатива продолжит развиваться и вдохновит других известных блогеров на принятие подобных мер для защиты молодежи и будущего общества от наркотиков. Мы стали очень популярными рекламщиками, то есть я, творческое объединение Ингвайн, дуэт А2, мы 3 команды, которые реально стараемся подняться в медиа, мы достигли какого-то уровня, но это медиа, это инструмент. Я прошу всех известных людей, блогеров, у вас 10, 15, 20, 100 тысяч подписчиков. Это люди, которые за вами смотрят, это люди, которые интересуются вашей жизнью. Не молчите, запиши свой сторис в Инстаграме, где ты говоришь: брат, если нужна помощь, если у кого-то зависимость, напишите в директ. Вот к чему мы стремимся. Багидакайла, мдах, закладки, порошки, мефедроны, это убивает нашу нацию.